Эйфория зла, болезнь замороженных чувств и встреча, которая просто связывает узами зависимости. Наркомания остается среди самых главных угроз здоровью и жизни. В Ингушетии, согласно официальной статистике, на учете стоят 1700 человек. Из них на диспансерном учете, как зависимые от наркотических средств, 243 человека. На профилактическом, как употребляющие наркотические средства, от случая к случаю 1400 человек. На 28 человек у нас увеличилось количество состоящих на учете. Также за этот год мы поставили на учет 53 человека. В прошлом году за этот же период 2022 года было поставлено 31. Получается, что вот в этом текущем году на 22 человека больше мы поставили. Сейчас в последние годы у нас есть такая выраженная тенденция, что многие отказываются от медицинского свидетельствования. Конечно, наказание наступает, административное дело возбуждают, но в плане постановки на учет там есть некоторые моменты. Вот таких у нас за этот год текущий 112 человек, а если сравнить с прошлым годом, было всего 62 человека. И это только официальные цифры. Многие употребляющие не обращаются за помощью, еще больше подвергают свою жизнь опасности. Специалисты говорят, статистика увеличилась во многом благодаря доступности наркотиков. Сегодня особенно востребован бесконтактный путь приобретения доз, так называемые закладки. Они не видят продавца, последние не видят покупателей, поэтому и приобщающихся больше. Второе место занимает героин. Опять же, синтетический наркотик. Синтетика – это, значит, абсолютная химия, абсолютно искусственное произведенное вещество. Если раньше половина хотя бы была органика, то сегодня это все синтетика. Вот. На третьем месте марихуана. То есть у нас произрастает, доступно, дешевым это средства. Поэтому вот приобщаются к марихуане. И по сильнодействующим, так называемые аптечные наркотики, по ним у нас идет спад. Их все-таки уже меньше и употребляют, меньше они фигурируют уже в сводках. Поэтому это не значит, что они исчезли, они тоже в достаточно большом количестве есть на рынке. Власти республики ведут активную борьбу с наркоманией. В каждой школе, вузе и СУЗе проводится профилактическая работа. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов уверен, изменить сложившуюся ситуацию сможет только консолидация общества в этом вопросе. Ответственность лежит на каждом. Мы должны продумать. И министр, и врачи, и другие. Предложите нам варианты какие. Авторитетные есть сотрудники, которые в любых службах и прокуратуре тоже прийти, просто рассказать, фильмы показать. То есть давайте будем вывешивать, говорить. Не просто там детей посадили, там собрали, систему надо наладить, систему. Разработайте систему. Довести до детей вот это все пагубное, которое у нас на сегодняшний день есть. Активный возраст употребляющих в Ингушетии от 20 до 30 лет. В этом году поставленный на учет самый молодой потребитель сильнодействующих веществ – 16-летний подросток. Наркотики разрушают организм, клетки головного мозга, всю нервную систему и не только. После этого уже человек меняется, духовно, нравственно меняется человек. Меняется его характер, повадки, поведение. Даже диагноз, как формулируется у наркопотребителей. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления наркотиков. То есть это психические нарушения и поведенческие нарушения у него формируются. Родители должны замечать, понимать, что ребенок меняется на глазах. В первую очередь его психология, характер, образ жизни. Он становится раздражительным, чрезмерно эмоциональным. Наркомания – это болезнь. Здесь без помощи психиатра и нарколога не обойтись. По сравнению с тем, что было лет 5-6 назад, сейчас все-таки родители, близкие быстрее реагируют и обращаются к профессионалам. Это однозначно. В первую очередь, конечно, лучше обратиться к врачам-наркологам. Они подскажут и относительно реабилитацию надо ему делать, не надо делать, как выстроить отношения к этому непосредственно потребителю наркотиков со стороны родителей. Специалисты им расскажут. Конечно, и реабилитационные центры, я считаю, что они дают неплохие результаты. 25-30% воздержавшихся более 2 лет, вот такой результат они дают. Вернуться к нормальной жизни наркоман сможет только если сам этого захочет. Здесь важно в первую очередь понять, насколько сильно зависимость отравляет тебе жизнь. Специалисты напоминают, каждый родитель должен сейчас смотреть в оба и предостеречь своего ребенка от этого опасного явления. Рина Сычуева, Джамалил Султыгов, Новости 24.